Здравствуйте, это итоги недели на телеканале БСТ. С вами Азат Самирханов, и мы готовы в прямом эфире рассказать вам о главных событиях уходящих 7 дней. Одна земля, одна родина. Уфа, родина! Мы так рады, я очень скучаю. Сотни участников из десятков стран мира прибыли на Всемирный Курултай-Башкир. Башкир должен быть патриотом, любить и служить родине, как генерал Минигалий Шаймуратов. Мудрым, как Мустай Карим. Каковы итоги Всемирного конгресса и чем завершился фольклорный праздник у подножия Таратау? Пальмовое масло с молоком не соседи. Они должны сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира». С завтрашнего дня натуральные продукты на прилавках магазинов будут расположены отдельно от товаров с добавлением трансжиров. Готовы ли ритейлеры играть по новым правилам? Нам необходимо будет во всех федеральных, региональных сетях и магазинах это проработать. Проезд дешевле, оплата проще. Не нужны доставать деньги, приготовил карточку и все, сделал, отлично. В республике заработала единая транспортная карта, куда довезет Алга пассажиров. С возможностью использовать один и тот же билет без переплат на различных видах транспорта. Тихий восторг. Вот, снежник. В республике впервые разработаны туристические маршруты для глухих. Теперь красоты Башкортостана доступны и тем, кто общается языком жестов. Итак, в пятницу в Уфе состоялся 5-й Всемирный Курултай-Башкир. Его участниками стали сотни уроженцев республики из десятков стран мира. Главным итогом Конгресса можно считать разработку стратегии башкирского народа на ближайшие десятилетия. Документ охватывает все стороны нашей жизни, от образования медицины до бизнес-интересов и вопросов демографии. Очень четко сформулировал стоящие перед Курултаем задачи Ради Хабиров, подводя итоги работы первого дня. Цитирую. «Наша главная задача, чтобы мы были народом, сохранившим от предков все самые лучшие качества, язык, обычаи, традиции, наше уникальное мировоззрение, и чтобы в то же время мы были устремлены в 21 век», подчеркнул руководитель республики. О том, как это сделать, в репортаже итогов недели. С помощью интерактивного экрана быстрее запоминаются даже сложные лексические конструкции. «Умный пол», так называется эта программа, ранее использовался в математике и природоведении. Но теперь разработчики адаптировали компьютерную модель для преподавания башкирского языка. Например, вот у нас здесь вопрос, покажи число, которое делится на 2. Если мы нажимаем на неправильный ответ, то это подсвечивается красным цветом. Если ответ правильный, например, это 46, мы нажали, ответ загорается зеленым цветом, и далее идет следующее задание. А вот стерлитамакские программисты разработали аналог популярной компьютерной игры «Майнкрафт» по мотивам местных эпосов. Создать интерес к башкирскому языку, что называется, не из-под палки, а с помощью интерактивных технологий призвал Ради Хабиров. Только так язык можно сделать модным и востребованным. Надо перестать заставлять изучать насильно. Сделать башкирский язык необходимо остро востребованным, модным. Во-вторых, перестать отторгать тех носителей языка, диалекты которых не вошли в литературный башкирский. По своему духу они могут быть большими башкирами, чем те, кто имеет диплом факультета башкирской филологии. Любовь к родной культуре, традициям и языку не угасает и вдали от отчего дома. Гульнас Тиммерман родилась в Баймакском районе, но теперь живет в Германии. Девушка учит своего мужа башкирским песням, а их дети участвуют в европейских конкурсах с национальными танцами. Нам поставили самобытный башкирский танец «Бурзяночки», «Бурьян-казары». Они с этим танцем выступили на региональном конкурсе в Кёльне, потом мы победили и пошли дальше на национальном уровне в городе Мюнхене. Они заняли там 4-е место. Жюри это все оценило. А вот прадед Юрна Буйсмана из Голландии был бургомистром местечка Вия, которое от нашествия Наполеона освобождали башкирские отряды, известные еще как Северные Амуры. Сейчас господин Буйсман с супругой являются хранителями музея Гёльвинг в Амстердаме. Там действует большая экспозиция, посвященная событиям тех лет. Собран уникальный архив документов. В 2013 году мы впервые открыли для себя Башкортостан. Мы были в архивах, собирали документы. Часть реликвий башкир мы нашли на полях освободительных сражений на своей родине. Это и сформировало нашу экспозицию. Для Нидерландов башкиры – освободители.
Бережно хранить вековую мудрость предков, радушие и гостеприимство призвал соотечественников и радихабиров. Героические подвиги башкир были во все времена, память о них должна быть увековечена в камне. Руководитель региона предложил Курултаю объявить народный сбор средств на установку памятника генералу Шеймуратову. Предполагается, что наиболее удачным для него будет место нынешней парковки на Советской площади в Уфе. Сама парковка будет подземной, а на самой площади мы разобьем парк. И это место должно быть местом общенародным. И средства на него мы должны собирать тоже народом. Поэтому предлагаю исполкому Всемирного Курултая башкир объявить сбор средств на народный памятник генералу Шеймуратову. А тем временем в Уфе на одну достопримечательность уже стало больше. На площади перед телецентром открыли памятник классику башкирской литературы и политическому деятелю Шейхзаде Бабичу. Высота его 3,5 метра, установлен он на 3-метровом постаменте. Скульпторы изобразили Бабича с книгой в руках. Установка памятника посвящена столетию Республики Башкортостан. Этот день, он не может в мгновение возникнуть. Это историческая память народа. Халыктың күңелендә был. И вот этот день торжества исторической справедливости, он наконец наступил, он и есть, и мы не можем не радоваться. Глобализация размывает национальные границы, но нужно беречь то, что нас отличает, гласит стратегия развития башкирского народа до 2050 года. Естественно, не без участия властей. Ради Хабиров сообщил, что правительство продолжит работу по укреплению экономики и социальной сферы, особенно на селе. Чтобы сохранить здоровое поколение и нацию, продолжится борьба с алкоголизмом и предотвращение оттока населения из республики. А для этого будет поддержана предпринимательская активность. Эту тему обсудили на одной из секций форума. Прежде всего, бизнес – это же люди. А люди, прежде всего, должны доверять друг другу. И вот такие форумы, они дают возможность людям познакомиться и сделать первый шаг друг к другу. На съезде был создан президиум Всемирного Курултая башкир. В него вошли 6 человек, которые избрали своего лидера. Высокий пост впервые заняла женщина. Это вице-спикер башкирского парламента Эльвира Айткулова. Количество башкир в мире, да, это очень важно, потому что каждый народ исчисляется в каждом человеке, но и мы говорим о качестве личности, о том, какие характеристики сегодня важны, да, для современного мира. И при этом, как бы мы ни говорили о модернизации, о перезагрузке, мы говорим, что мы стоим твердо на своих ногах как народ, потому что у нас великие прошлые, у нас великие предки. Словом, благополучие нации напрямую зависит от крепкой экономики, благоустроенных городов и сел, сильных вузов, современной медицины. Делегаты Курултая приветствуют креативно мыслящих, решительных и трудолюбивых представителей башкирского народа, которые помогут сделать Башкортостан еще лучше. Максим Окунев, Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Ну а второй день Всемирного Курултая башкир состоялся в Ишимбайском районе. У подножия горы Таратау впервые проведен фольклорный праздник. На него со всей республики и не только съехались 50 тысяч человек. Кульминацией торжеств стало ярчайшее световое шоу и концерт известных артистов. Артур Шамсуддинов наблюдал за этим воочию. Под звуки классической музыки лазерные проекции сменяют друг друга. Впервые гора Таратау словно гигантский экран, в отражении которого многовековая история башкир. Ее представили через национальные символы. Чтобы увидеть невероятное зрелище, гости старались занять лучшие места. Впрочем, это световое представление можно было наблюдать с любого ракурса. Лазерное шоу, а также дискотека стали завершением республиканского фестиваля, который собрал более 50 тысяч зрителей как из Башкортостана, так и соседних регионов России. Таратау-Яины стал своеобразной демонстрацией культур народов республики. Какой прорыв вот теперь? Да, это чистое взятие. Целый день у подножия горы проходили соревнования по национальным видам спорта. Больше всего зрителей собирает турнир по элаку. Страсти здесь кипят нешуточные. Две команды дерутся за тушу козы. Хоть сейчас вместо настоящего животного используется муляж, игра по-прежнему довольно жесткая. Нужно забрать козу в центре поля и забросить в емкость, казан. Сделать это непросто, потому что противники активно мешают друг другу. Здесь самое сложное — взять элак и его не упустить, держать. Чем вам вообще интересно такая? Это заразная игра, азартная.
Есть попадание, абсолютно точно. А вот еще одна древняя забава – верховая стрельба из лука. Кажется невероятным, но всадникам удается попасть в десятку. Причем на равных искусство меткости и ловкости вместе с мужчинами демонстрирует единственная девушка. Для новичков на празднике подготовили облегченный вариант. Каждый желающий мог самостоятельно попробовать свои силы в стрельбе, чтобы понять, каково это – быть потомком древних сарматов. Усиленная тренировка, она всегда дает плоды. То есть, если ты будешь просто каждый турнир просто приезжать и стрелять, это тебе ничего не даст. Именно перед соревнованиями, от соревнований у тебя должны быть тренировки. Гости смогли посмотреть театрализованное представление, основанное на реальных исторических событиях о легендарной сарматской царице Зарине. Древний народ считается предком современных башкир, а желающие смогли поучаствовать в тематических квестах и конкурсах. Даже у таких, на первый взгляд, несерьезных конкурсов есть свой традиционный смысл. Раньше считалось, что тот, кто заберется на вершину столба, сможет разглядеть свою невесту. Конечно, сейчас правила поменялись, и многие батыры пытаются покорить высоту как раз для того, чтобы выиграть подарок для своей дамы сердца. Почетными гостями праздника стали Ради Хабиров и глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин, приехавший в Башкортостан по приглашению Всемирного Курултая Башкир, поблагодарил жителей за теплый прием. А Ради Хабиров отметил, что для него быть здесь со всеми – большая честь и ответственность. Буквально 6 километров отсюда, в деревеньке, родилась моя мама. В нескольких километрах отсюда, на кладбище, похоронен мой отец и моя мама. И, конечно, для меня это родная земля. И я сделаю все, чтобы мы жили дружно, чтобы мы жили богато, чтобы мы были счастливы. Главы регионов возложили цветы к подножию горы Таратау. На место будущего мемориала 7 родов. Ознакомились с выставкой изделий прикладного искусства, а также посмотрели на различные состязания. Не случайно именно Таратау стала местом проведения праздника. О священной горе сложены десятки легенд. Шихан сам стал своеобразным культурным кодом, разгадать который ежедневно пытаются сотни туристов. Организаторы не исключили, что фестиваль имеет все шансы стать еще одним брендом Башкортостана. Артур Шамсудинов, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Ишимбайский район. Идем дальше. На неделе Ради Хабиров принял участие в заседании Госсовета России, посвященном развитию сети автомобильных дорог общего пользования и безопасности дорожного движения. Президент России Владимир Путин отметил, что дорог высокого качества в стране по-прежнему мало. Количество трасс, полностью соответствующих нормативным требованиям, составляет всего 83%. Что же касается дорог регионального значения, то там доля трасс с высоким качеством полотна составляет менее половины. Для восстановления по поручению Владимира Путина будет разработана программа до 2024 года, что даст возможность планировать работу на долгосрочную перспективу. Ну а это кадры из Иглинского района, которые мы снимали на днях. Здесь в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» меняют асфальт на участке Уфа-Хлебинина. Протяженность его всего 3,5 километра. В целом же в этом году в республике будет отремонтировано 300 километров региональных дорог, а еще 13 мостов протяженностью 1300 погонных метров. Объемы немалые, да и средства на развитие дорожной сети направляются внушительные. Только на ремонт свыше 3 миллиардов рублей. А ведь запланировано и строительство новых автодорог. Планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 24 километров новых автомобильных дорог, также регионального и межмуниципального значения. И в том числе 8 мостов общей протяженностью более 500 погонных метров. При всем при этом качество ямочного ремонта дорог далеко от идеала. Более того, несмотря на мобильное приложение, которое худо-бедно разработали и внедрили, интерактивные карты и прочие механизмы обратной связи, к середине лета мы по-прежнему передвигаемся в режиме слалома, чтобы объезжать выбоины и ухабы. Руководитель республики, к слову, вчера прошелся по наиболее проблемным улицам столицы, а впечатление от увиденного запостил в Инстаграм. Качество ямочного ремонта меня пока категорически не устраивает. Некоторые коллеги в муниципалитетах, Гострансе и МинЖКХ никак не поверят мне, что я действительно добьюсь от них деятельной реакции на буквально каждую жалобу. Они по-прежнему живут надеждой, что если написать красивый отчет, то проблема сама собой как-нибудь рассосется. Сегодня я проехал по Уфимским улицам, по которым нареканий больше всего. Люди жалуются абсолютно по делу. Никакого заявляемого 80% завершения работ тут и в помине нет. А то, что сделано, не отвечает нормативам по
качеству. Более того, сегодня своими глазами увидел примеры, о которых нам писали пользователи. Когда инцидент в программе «Дорожный эксперт» закрыт, в реальности яма на своем месте, а фотография сделанной работы – фейк. Дал поручение компетентным органам разобраться, списывались ли при этом деньги на подобную имитацию работы. Там, где имеет место разгильдяйство, последуют дисциплинарные взыскания. Там, где нарушен закон, передам документы в прокуратуру. Тем временем, с завтрашнего дня в республике заработает новая система оплаты проезда в общественном транспорте. Единую карту, которую, напомню, назвали «Алга», уже можно приобрести в торговых сетях, банковских офисах и печатных киосках. Она позволит экономить на проезде. Поездка в среднем обойдется на 5 рублей дешевле, нежели за наличный расчет. К слову, все автобусы, выезжающие на маршруты, обязаны иметь терминалы для бесконтактной оплаты. А с осени в эту систему дооснастят мобильным приложением, временными тарифами и широкой маршрутной сетью. В детали вдавался Руслан Батыргареев. Пассажир заходит в автобус, прикладывает банковскую карту, выходит чек, и кондуктор придает чек клиенту. Такие терминалы для бесконтактной оплаты проезда установят в общественном транспорте Уфы и других городов Башкортостана. Безналичный способ удобнее, нежели считать мелочь при посадке, говорят пассажиры. Не нужны доставать деньги, приготовил карточку и все, сделал. Отлично. Удобно, конечно, если будет терминал, конечно, удобно, очень хорошо будет. Чем мелочь. Бывает то, что сдачи нет, или там крупные деньги бывают. До 1 июля 2000 терминалов будут установлены в уфимских автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах. К 1 августа аппараты появятся по всей республике, а к началу осени техникой по обслуживанию карт обеспечит больше 7000 единиц пассажирского транспорта. Для каждого перевозчика разработана отдельная прошивка. Загруженная на терминал информация отображается на чеке. Наименование перевозчика, ИНН, сумма проезда, например, на данном чеке 30 рублей. По карте «Алга» можно пользоваться услугами общественного транспорта в Уфе, Стерлитамаке и других городах республики. Она дает право проезда и по пригородным маршрутам. При этом работать будет как у государственного автоперевозчика, так и участников. Наши терминалы, кассовые аппараты, так скажем, позволяют принимать бесконтактную оплату проезда, то есть любая банковская карта. Также любой вид карт мы можем обслуживать. Имеется своя транспортная карта на сегодняшний день. Также обслуживаем социальные карты для удобства, опять же, пассажиров. С 1 сентября для карты «Алга» будет доступно мобильное приложение. Оно позволит персонифицировать карту и пополнять ее баланс. Есть такая пометочка. Взять камеру, подносите QR-код. Тот QR-код считался. Дальше можно продолжить. Вот этот номер карты, вот вы обратите внимание. Вот я его не вводил. Вот номер карты сверху, и он совпал с этим. Это уже считалось с карты, сама программа считала. Для безналичной оплаты уже выпущено 200 тысяч транспортных карт. Обслуживаться они будут бесплатно. Кроме того, с осени внедряются более выгодные тарифы для пассажиров. Внедрение очень интересной, гибкой системы тарификации поездок по этой карте, в первую очередь с ориентиром на создание мультимодальной транспортных систем по Уфе и в других городах с возможностью использовать один и тот же билет без переплат на различных видах транспорта. Говоря проще, уже осенью житель Уфимской Михайловки, например, сможет доехать до центра города на автобусе, пересесть на трамвай и уехать на окраину столицы по одному билету. Так называемый часовой тариф на самом деле будет полуторачасовым. Также 1 сентября планируется установить единую стоимость оплаты проезда. Теперь жители и гости столицы, проезжая на автобусах Башавтотранса, будут слышать названия остановок на 2 языках. На башкирском текст озвучивает главный редактор радио «Юлдаш» Миляушая Гафарова, а на русском ведущая радио «Спутник ФМ» Анна Озерман. Такое нововведение особенно понравилось пенсионерам, ведь пожилые пассажиры порой забывают, на какой остановке им нужно выйти. Изменения пришлись по душе и водителям автобусов. Сейчас же все изменилось, стало... Современные технологии появились, и по ГЛОНАССу подъезжаем к остановке, остановки объявляются сами. Сейчас стало намного легче, раньше было тяжелее. Башавтотранс планирует до конца 2019 года подключить речевые автоинформаторы во всех городах республики. Остановки будут объявлять в Баймаке, Бирске, в Мелеузе, Сибае, Октябрьском, Нефтекамске и в других городах. После внедрения новой программы водителям не придется отвлекаться на объявление остановок. Все внимание будет сконцентрировано на дороге. А от этого, как известно, зависит в первую очередь безопасность пассажиров.
Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Бахит Халимов и Булат Закирьянов. Итоги недели. Уфа. Теперь о новых требованиях к ритейлерам. С 1 июля продавать молочную продукцию с добавлением пальмового масла рядом с натуральными продуктами будет запрещено. Делается это для того, чтобы мы с вами понимали, где еда натуральная, а где с добавлением трансжиров и прочих примесей. Ведь, как убедилась Лилия Курбанова, большинство покупателей даже не задумываются, что под яркой надписью «молоко» маленьким шрифтом указаны такие компоненты, что, прочитав состав, эти продукты есть не захочется. Должны сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира». При детальном изучении этикеток выясняется, что полезные на первый взгляд продукты в составе имеют пальмовые, алиновые и кокосовые масла. Псевдомолоко больше не будет стоять по соседству с настоящим. С 1 июля продукты с растительными заменителями жира переставят на отдельную полку. Продукты с растительным заменителем молочного жира не будут отделяться надписями. Опознать их можно, например, по ценникам. Согласно методическим требованиям, они будут отличаться по цвету. А именно, продукты с содержанием трансжиров будут маркироваться зелеными ценниками. Но, как показывают результаты нашего опроса, покупатели редко читают состав. В первую очередь люди смотрят на дату изготовления и стоимость продукта. Главное, это чтобы дата свежая была. Только на дату. На состав не обращайте внимания? Не обращаю. А на жиры? На жиры? Ну, знаете, я считаю, что если молоко, то оно должно быть жирным и хорошим, и вкусным. То есть, чем больше жирность, 3,4, вот, допустим, ему будет 2,5, я возьму 3,4. В то же время, по словам диетологов, в последние годы появилась мода на отказ от молочки. Специалисты настаивают, слепо поддаваться такой тенденции не стоит. Возможно, дело не в аллергии. Переносимость лактозы можно узнать, пройдя специальные анализы. Люди отказываются от молока, но мы переживаем не столько за молочные продукты, сколько за их качество. Если молочные продукты были бы на сегодняшний день высокого качества, то отказываться каждому не нужно. Вред или польза пальмового масла обсуждается уже многие годы, но до сих пор нет единого мнения. Некоторые специалисты предполагают, даже если оно безопасно, то в миксе с молоком блокирует хорошее качество продукта, зато обеспечивает прибыль предпринимателям. Сегодня часто используют именно заменители молочных жиров в связи с тем, что это удешевляет продукцию и увеличивает сроки годности. Также продукция должна содержать маркировку о том, что в ней содержится заменитель молочного жира. Разделение молока и продуктов с заменителями в первую очередь упростит выбор покупателям. С 1 июля наклейки, предупреждающие о наличии в составе растительных жиров, должны быть во всех магазинах республики. Произведенный продукт из молока на полке будет стоять отдельно. А то, что связано с пальмовым маслом, с растительными жирами, это будет отдельно. Это очень важно. Нам необходимо будет во всех федеральных, региональных сетях и магазинах это проработать. Вот эту историю надо прямо в СМИ очень хорошо показать. Во-первых, чтобы СМИ выступила в данном случае как неким контролером, да, и давала нам правдивую информацию. И другое, чтобы наши жители наконец начали понимать и знать, вот это молоко, вот это пальмовое масло, вот это яд, а вот это, соответственно, можно кушать. Магазины, которые входят в Башкирскую торговую ассоциацию, уже готовы к нововведению. Новые правила касаются всех, от владельцев киосков до крупных ритейлеров. Нарушение постановления будет фиксировать Роспотребнадзор. Еще есть торговля, которая осуществляется через киоски нестационарные. Вот там, наверное, покупатель не увидит. Почему? Потому что есть некоторые киоски, которые продаются продукция через окошки. Мы вот опасаемся, что тех киосков, вот этот, скажем, в исполнении этого постановления, наверное, немножко будет неудобство. Разделение правильного и неправильного молока по полкам – это лишь часть изменений в законодательстве. Внедряется электронная сертификация, система «Меркурий», которая уже используется для животноводческой продукции. Сначала QR-код получат сыры, сырое молоко и сливочные масла. С 1 ноября уже все остальные позиции. Мы к концу года получим полностью оформление ВСД, ветеринарно-сопроводительных документов на все виды молочной продукции. То есть то, что поставляется сегодня на рынке, грубо говоря, с Нового года будет уже полностью прослежено. То есть мы можем отследить продукцию от фермы до стола потребителя. Сообщать о магазинах, в которых продается ненастоящее молоко, призвал руководитель республики. Ради Хабиров попросил обращаться лично к нему. Все эти меры призваны оградить людей от суррогата и некачественной продукции. Лилия Курбанова, Ильдар Насрединов, Артур Елаев, Тимур Каюмов, Булат Закирьянов. Итоги недели.
Минздрав и Следственный комитет проверят действия фельдшера, отказавшегося оказать медицинскую помощь. Инцидент, напомню, произошел в селе Булгаково Уфимского района. Мужчины-очевидцы предположили, что это инсульт, и бросились к стоящей рядом машине, в которой находилась медик. Но вместо помощи от женщины в белом халате они получили отказ в грубой форме. Подробности этого инцидента в материале Анастасии Чебаевой. Вы же доктор. Я не отложка, я не... Будьте добры, помогите как раз 100%, там не отложка. Пожалуйста, я сказала, уйдите отсюда. Фразу из клятвы Гиппократа «быть всегда готовым оказать медицинскую помощь» эта женщина уже, видимо, позабыла. Медик, несмотря на долгие уговоры, отказывается подойти к мужчине, которому стало плохо, объясняя: «Мы районная бригада сопровождали больного, вызывайте скорую». Возмущенный голос за кадром принадлежит Алие. Девушка работает продавцом. Медицинская помощь стояла как раз недалеко от торгового комплекса. Изначально к ней подходил мужчина. Просил тоже помощи, он сказал, что меня не послушали. Я, соответственно, включила камеру, думаю, как так, это же скорая помощь, почему не оказали помощь. Побежала с включенной камерой. Так нельзя просто. Если ты сидишь в белом халате, она могла подойти, я не знаю, оказать какую-то, хоть какую-никакую помощь. Пострадавшему около 30 лет. Булгакова работал в одной из точек фастфуда. Молодой человек приехал на заработки из Узбекистана. Дома жена и дети, рассказывает его сменщик. Вот жарко стал, закрыл, пошел туда, водой чуть-чуть помыться или воду набрать. И его там перехватил инсульт, движение, и там упал. Душно, конечно, это горит, это, терпимо. Мне 50 почти лет, терпимо. Пока остальные очевидцы пытались уговорить фельдшера все-таки подойти к пострадавшему, Наталья вместо медика оказала первую помощь. В прошлом хирургическая медсестра с 20-летним стажем. Вышла за здание, он лежит, жало, аптеку, давление померяет. Парни их не молодцы, они там кучей прям собрались. Один машет, другой, говорю, наши третий виски ему. Ему, говорю, разговаривай. Видимо, микроинсульт, потому что речь не была нарушена. Но он скрыл, что у него это второй приступ, оказывается, был. Брат потом приехал, говорит, что это второй приступ уже давления. Профессиональную же помощь молодому человеку оказала прибывшая на место скорая. Сейчас он проходит лечение. Здесь упал, а сюда его прислонили, посадили, так как он не чувствовал тела, его уже поднесли. Подъехала скорая помощь, погрузили его, так как он сам не мог ходить, погрузили на каталку и увезли. Машина была не каретой скорой, как подумали многие, относилась к больнице Архангельского района, сообщили в республиканской станции. Фельдшер транспортировала больного в Уфу для консультации. Но вместе с тем, конечно, остается вопрос о поведении этого фельдшера. Медицинский работник в любой ситуации должен выйти из автомобиля и попытаться оказать ту помощь, которую может. Неважно, что у него в этот момент нет медикаментов, как у бригады скорой помощи. Неважно, что там нет медицинского оборудования, и по закону, и по совести медработник должен оказывать медицинскую помощь в любых условиях. Минздрав республики сейчас проводит служебную проверку, после которой будет дана оценка действиям медика. Инцидентом заинтересовался и Следственный комитет республики. Органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному из средств массовой информации, об отказе фельдшера в оказании медицинской помощи мужчине в селе Булгаково Уфимского района. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если после проверки поступок медика подпадет под действие статьи 124 «Неоказание помощи больному», женщину ждет штраф, обязательные работы до 360 часов или исправительные на срок до 1 года. Но медика, видимо, не пугает даже увольнение. Сейчас засниму ваши номера, и вы не будете работать просто. Ладно, спасибо большое. Анастасия Чебаева, Ильнур Ямагулов. Итоги недели. Халатность медиков – это, конечно, ужасно, но и сами мы порой к своей жизни и здоровью относимся легкомысленно. Я сейчас о купальном сезоне, который при нынешнем лете уже унес 8 человеческих жизней, из которых 4 дети. Причины смертей в абсолютном большинстве случаев – это алкоголь и купание в необорудованных местах. И в парламенте, к слову, создали рабочую группу по снижению смертности на воде и намерены изучать положительный опыт тех, кто профессионально занимается пляжным отдыхом. С ними встретились и мы. Этот пляж на реке Уфа давно стал самым посещаемым в столице республики. Несколько тысяч человек отдыхают здесь каждый солнечный день. При этом за 10 лет на этом берегу не было ни одного случая гибели на воде. Мы очень большой акцент делаем на безопасность нахождения на территории. Это что касаемо и на воде,
и на самой территории. Работают как и спасатели на воде, так и служба безопасности на самой территории. То есть мы не допускаем ни пьяных сюда, ни подозрительных людей на территорию. То есть мы это сразу все отсекаем уже на входе. Для купания детей здесь огорожена отдельная зона. Водолазы трижды за сезон очищают дно от мусора и осколков, принесших сюда течением. Одним словом, подход к безопасности на берегу Солнца комплексный, и это заметно, говорят отдыхающие. Мы со спокойной душой заходим в речку, плаваем, получаем удовольствие. Для пенсионеров лучшего ничего не придумать. Все для людей, все для детей. Самое главное — чистота, и здесь, по-другому все стало. Впрочем, таких мест для отдыха на воде в республике единицы. Даже на оборудованных пляжах инфраструктура и меры безопасности не всегда на должном уровне, считают спасатели. Что уж говорить о тех берегах, где купаются вопреки запретам. Именно там и происходит большая часть трагедий на воде. Ни в коем случае нельзя купаться в незнакомых местах, тем более нырять. Там могут быть подводные течения, глубины, могут быть водовороты, ключи, коряги, наконец, за которые можно зацепиться. Значит, ни в коем случае не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения. Но алкоголь все равно употребляют, затем лезут в воду и гибнут. Что еще страшнее, оставляют детей без присмотра. Статистика гласит, что за 5 лет на воде погибло почти 500 жителей Башкортостана, 10-я часть из которых несовершеннолетние. Чтобы предотвратить трагедии на водоемах, в парламенте республики создали рабочую группу. Вот в этой части больше мы будем рассматривать, что же делать, как в этой части, именно муниципалитетами, там, органами исполнительной власти, может, общественностью. Пока у нас нет рекомендательного характера, пока, я говорю, первое заседание, это мы изучаем. Поэтому если у кого-то будет предложение, улучшить это состояние, я говорю, сам факт, что вот столько людей гибнет, это факт. В рабочую группу помимо депутатов вошли спасатели и представители муниципалитетов. Парламентарии намерены наладить диалог и с организаторами отдыха на воде. Ведь никто лучше их не знает, как оборудовать пляж, учитывая все аспекты безопасности и комфортного отдыха на воде. На этой неделе на автозаправочных станциях Башнефти вновь переписали ценники. Литр бензина АИ-92 подорожал на 25 копеек и теперь стоит 41 рубль 40 копеек. Атом-92 подняли в цене на 15 копеек. В итоге литр продают за 42 рубля. Цену Атом-95 на всех АЗС повысили на 25 копеек. И теперь литр бензина этой марки стоит 44 рубля 45 копеек. Выросла цена и на солярку. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 15 копеек. Литр теперь обходится автомобилистам в 45 рублей и 10 копеек. О других событиях, которые не менее важны и без которых информационная картина недели была бы неполной, дайджест итогов недели. На неделе в республике утвердили постановление о росте тарифов за услуги ЖКХ. С 1 июля в Башкортостане суммы в платежках граждан в среднем увеличатся на 4%. В частности, водоснабжение подорожает на 1,6%, за канализацию придется платить больше почти на 1,5%. Больше всего в цене вырастет электричество. Энергетики поднимают тариф на 3,59%. Плату за отопление проиндексируют почти на 2%, а за газ на 1,4%. В Башкортостане все семьи смогут получать компенсацию за оплату детских садов. Депутаты Госсобрания на заключительном заседании весенней сессии утвердили изменения в закон об образовании, в котором полностью исключили критерий нуждаемости. По нему получить компенсации при посещении ребенком детсада могли только малоимущие семьи. Парламентарии ужесточили и наказание за сжигание мусора на общественных территориях. В частности, речь идет о субботниках и других массовых уборках, когда люди сжигают ветки и траву прямо в парках, скверах и прочих местах общего пользования. Серьезные наказания теперь ждут и чиновников, которые решат выставить на продажу госимущество, скрыв от общественности цену того или иного лота. Депутаты приняли закон, согласно которому проводить торги при приватизации можно только на открытых электронных торгах. Заседание Госсобрания посетил и Ради Хабиров, руководитель региона, поблагодарил законодателей за активную и плодотворную работу. В Илишевском районе зафиксирована массовая гибель пчел. Пчеловоды деревень Тазеева и Красная Звезда уже лишились несколько сотен ульев.
Пасечники во всем винят местных фермеров, которые обрабатывают поля химикатами, не предупредив об этом жителей. Пасеки, на которых еще пару недель назад жужжали миллионы пчел, теперь разве что напоминают место массового захоронения насекомых. Пчеловоды, а это зачастую пенсионеры, говорят, лишились основного дохода. Аналогичная ситуация произошла и в Миякинском районе. В каждом случае пострадавшие написали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться и наказать виновных. Также пчеловоды намерены взыскать ущерб с фермеров, который исчисляется сотнями тысяч рублей. За неделю около 4500 человек подали анкеты для участия в кадровом проекте «Лидеры Башкортостана». Инициатором создания команды нового поколения стал Радий Хабиров. Смысл конкурса – обеспечить справедливый отбор кандидатов на руководящие должности без кумовства и коррупции. Кандидаты пройдут несколько этапов отбора, в которых им придется проявить не только интеллектуальные, но и организаторские способности. Участников будут отбирать члены жюри из числа сотрудников администрации главы региона, членов башкирского правительства. Они же станут для победителей наставниками. Подать заявку все желающие могут до 11 июля. Итоги организаторы подведут в начале сентября. В Белорецком районе в выходные сгорел бензовоз. Авария случилась прямо на дороге возле деревни Реветь. Водитель многотонника не справился с управлением, скатился в кювет и перевернулся. От удара топливо мгновенно вспыхнуло. 30-летний мужчина успел выскочить из кабины, при этом получив множество ожогов. Его доставили в ближайшую больницу в Межгорье. На время работы пожарных расчетов сотрудникам ГИБДД пришлось полностью перекрыть движение по дороге. Огнеборцам понадобилось чуть больше часа, чтобы ликвидировать возгорание. Причины ДТП сейчас устанавливаются. Ну и о любопытном запрете, который разработали в правительстве страны. Кабинет министров на этой неделе вдвое расширил список диких животных, которых строго воспрещается содержать в частных домах. Так вот, теперь россиянам нельзя заводить дома волков, лис, антилоп, крупных змей, крокодилов, варанов, пингвинов, гиен и медвежат-панды. Тем, у кого обнаружат этих животных, ждет крупный штраф и изъятие братьев наших меньших, но и, как видно в списке, порою и больших. Чиновники отмечают, ограничения связаны исключительно с заботой о людях, так как хищники, как бы то ни было, опасны для человека. Их услышали. Впервые в республике путешествия по Башкирии стали доступны для глухих людей. Специально для инвалидов по слуху организуются экскурсионные маршруты с сопровождением сурдопереводчика. Подобную услугу называют революционной. До этого момента многие глухие ни разу в жизни, скажем, не выезжали за пределы Уфы из-за проблем с коммуникациями и страха быть обманутыми. Юлия Нигматульна о тихом восторге тех, кто говорит языком жестов. Вот снежник, вот белые цветы, вот эти вот. Эти дети впервые в жизни своими глазами видят подснежники. Сложно представить, но прежде почти никто из них никогда не выезжал из Уфы. Теперь же воспитанники школы-интерната для глухих сами взбираются к Идрисовской пещере в Салаватском районе. Они привыкли выражать эмоции почти беззвучно, но их лица говорят сами за себя. Они были в таком восторге, что у меня было столько эмоций, когда они присылали оттуда видео, как они там прибывают. Я прям плакала даже, когда на это смотрела. Они действительно впервые куда-то выехали. Специальные экскурсионные туры для глухих организует одна из уфимских туристических фирм. Учредитель Гузалия Хазырова рассказывает, эта идея родилась, когда она узнала, что в республике вообще нет подобных услуг для инвалидов по слуху. Многие опасаются выезжать из-за проблем в коммуникации, страха быть обманутыми. Рушить эти барьеры помогает слабослышащая сотрудница Наталья Шевнина. Она выступает в роли переводчика и организатора во всех поездках. Как бы в этом плане первопроходец. Будем стараться создавать маршруты и туризм для глухих. Наша задача им облегчить общение. Все экскурсионные маршруты сотрудники разрабатывают сами. Предварительно выезжают на место и оценивают их безопасность, особенно если речь идет о детях. Дети были слабослышащие и глухие все. Соблюдали всю безопасность, технику безопасности с помощью туроператора, который уже знала, что, где, как, что предвидеть. В этом офисе всегда тихо, даже если много посетителей. Здесь общаются жестами. Именно слабослышащий сотрудник вызывает доверие глухих клиентов, которые ко всему относятся настороженно, ведь их положением часто пользуются мошенники. Уфимка Елена Авраменко, например, рассказывает, как однажды ей оформили поддельную страховку. За страховку заплатили 1200,
и узнали, что она фальшивая, и отштрафовали на 120 тысяч. Больше других не доверяем. Я очень рада, что в Уфе появилась такая возможность обслуживать глухих. Чтобы полноценно общаться с клиентами, даже слышащие сотрудники турфирмы осваивают жестовый язык. И вот здесь, говорят, надо быть осторожными. Многие привычные для нас жесты, которые мы используем во время разговора, для глухих могут иметь неприличное значение. И наоборот, например, сжатый возле лица кулак мы воспринимаем как угрозу, а на языке глухих это всего лишь «спасибо». Сейчас Елена с детьми собирается в экскурсионный тур к подножию Тора Тау. Для ее семьи это тоже будет первый в жизни выезд за пределы Уфы. Как говорят в региональном отделении общества глухих, в родной стране инвалиды по слуху зачастую чувствуют себя иностранцами. Для неслышащего человека родной язык – это жестовый язык. И всю информацию он понимает и на жестовом языке. А наш русский словесный, он как иностранный. Попробуйте вот закрыть уши, и когда вам будут что говорить, это уже непонятно. И когда есть рядом переводчик, эта вся информация становится доступным. Всего в республике проживает около 5000 глухих и слабослышащих людей. Сейчас в планах у общественников привлечь в регион международных экспертов в этой отрасли и обучить экскурсоводов английскому языку жестов, чтобы красоту Башкортостана смогли оценить не только российские, но и иностранные туристы. Юлия Нигматуллина, Булат Садриев, Ильнур Ямагулов, Родион Матвеев. Итоги недели. Ну и в заключение о быте башкирских кочевников, который накануне поразил жителей с берегов Волги. В Камышлинском районе Самарской области прошел всероссийский сельский сабантуй. Украшением мероприятия, помимо традиционных конных скачек и национальной борьбы, стали подворья Башкортостана и Татарстана. Как встречали и чем удивляли гостей, знает мой коллега Азат Садриев. Традиционные юрты, аромат национальной кухни и мелодичные звуки курая. Тематическую площадку Башкортостана на многотысячном мероприятии было видно и слышно издалека. 10-й юбилейный всероссийский сабантуй стал самым масштабным за последние годы. На празднике плуга собрались гости из 24 регионов страны. И, пожалуй, не было ни одного человека, который бы, приехав сюда, в Камышлы, не посетил башкирское подворье. Живые пчелы, живая музыка, артисты в национальных костюмах. Посетители не только знакомились с традициями и ремеслами башкир, подворье превратилось в самую большую фотозону. Каждый хотел оставить на память частичку нашего этноса и гостеприимства. А для выходцев из Башкортостана, которые теперь проживают в других регионах, появилась возможность снова оказаться у себя дома. Здесь представлены все народные промыслы, которые развиваются в Башкортостане. И можно посмотреть, как это делалось в древности. Например, посмотреть, как делаются какие-нибудь продукты из молока, зерно вручную молится. Мне кажется, это очень интересно, посмотреть, как это было раньше. Столько пчел вживую мы еще не видели. Башкирские наряды понравились, войлочные изделия очень мне понравилось, как бы интересна техника изготовления войлочных изделий. Почетными гостями башкирского подворья стали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Татарстана Рустем Минниханов. Вип-персон встретили танцами и традиционными угощениями – чак-чаком, баурсаком и кумысом. После чего вместе с другими посетителями они осмотрели тематическую площадку, которую организовал Нуримановский район. Именно этому муниципалитету выпало почетное право представлять нашу республику на всероссийском сабантуе. И с этой задачей сельчане справились на отлично. Показываем быт кочевников. То есть мы здесь представили и нашу башкирскую баню, и двор, конный двор. И получается, так как у нас башкиры являлись, так скажем, охотниками, мы представили на стенде чучело зверей, которые они могли бы добывать. Свои тематические площадки представили и наши соседи. Экспозицию татарского подворья составили изделия мастеров традиционных ремесел. Самарское подворье было поделено на 3 части и рассказывало об истории региона. От создания первой Самарской крепости до проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Юбилейный всероссийский сабантуй посетили более 20 тысяч человек. Мероприятие освещали свыше 100 журналистов из региональных и федеральных СМИ. А посмотреть здесь действительно было на что. Наравне с мужчинами в состязаниях принимали участие и женщины, но некоторые виды спорта с трудом давались даже представителям сильного пола. Ну, как-нибудь готовишься, нет? Как-то, может, там обтираешься чем-нибудь или как? Не-не-не, я никак не готовлюсь, просто на силу проверить, сможешь, нет. Ну и покажи, чего тебе стоила-то вот эта победа. Ну, приходится обдираться. Теперь будет заживать недели 2.
В этот же день праздник плуга прошел и в Ленинградской области. Башкирские и татарские общины вот уже более века организуют сабантуй на берегах Невы. И на этот раз он собрал гостей не только из российских регионов, но и зарубежья. Как и в Камышлах, башкиры и здесь поразили своим гостеприимством, угощая всех желающих национальными блюдами и обучая на мастер-классах ткачеству ковров, пчеловодству, производству кумыса или стрельбе из лука. Есть разные разновидности выстрелов. Бывают, вот, ну, у меня с собой нету кольца, но с кольцом стреляют. Вот, так удобно с лошади стрелять, с кольцом. Сабантуй давно перестал быть башкирским или татарским. Подобные праздники есть и у других народов Поволжья. Но кто бы его ни проводил, главными героями всегда становятся труженики полей, которых чествуют после завершения посевных работ. Учитывая популярность мероприятия, сейчас рассматривается вопрос о включении Сабантуя в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И это вполне обосновано. Праздник плуга не только отражает культурное и историческое наследие народов России, но и является драгоценным символом национального единства и дружбы. Азат Садреев, Эдуард Гайнанов, Иван Демидов. Итоги недели. Самарская и Ленинградская область. Такой была эта неделя. Далее смотрите специальный репортаж Альбины Хайрульной о канадских башкирах, что устанавливают бюст Салавату Юлаеву в Торонто и стреле Северного Амура в Лейпциге, которая со временем стала золотой. Я же с вами прощаюсь. Увидимся.